Никита, не заслоняй. Никита, Дарик, с той стороны, дай там вот окен. Дарик. Kita тут не начал клинками. Вот, трогай так, чтобы все будет видать. Teraz robię projekt gotowy? Ох і прала, у ряді калянок. Да. А яка мова, на якій мові ми вчимося? Білоруська мова родна ваша мова? Кому не, кому да. Більшість уроків на якій мові проходить? А які мови ще ви вивчаєте? А це не кричим, подожди. Белорусская мова еще, и все. Похоже, что все. Польская еще учит польскую мову. А, где у нас? Вы она училась отцовской, так? Я еще. А кто ведает столицу Беларуси? Який город? Який, кто ведает? Ну, кто не ведает? Дарика до нас пришла учиться только месяц назад. И она в Беларуси ни до кого не ездила. Столица Беларуси? Нет. Молодчина. И она только пришла, и она маленькая, добро говорит по-белорусски. Ну, напевно. Ашляны. Дятлова. Маргой. Дарья. Баранович. Ну, точно, Лида. Лида. Ну, еще, напевно, не все назвали. Вот видите, написано в Вот теперь я заполняю, если выполнили контрольную работу, и вот я заполняю эту, значит, вот, в этом электронном дневнике я выхожу как учитель, но так как я еще классный руководитель, классный керовник, я еще могу быть как и классный керовник. Так, и когда это самое, когда в этом электронном дневнике то же самое, что и в журнале. Список учеников, темы, домашние задания. Да? Заполняем мы его каждый день. Каждый учитель, который имеет свой предмет, у него то же самое отдельно створена, создана группа. И у нас вот в начальной школе у нас оценок нету, но во всех остальных классах, начиная с 5 класса, с 2 полугодия, они еще выставляют и оценки. Вот сейчас я вам открою, и вы увидите, это тот же лист, который, допустим, и в журнале. Но, кроме этого, в этом электронном дневнике есть расписание урока, есть, значит, расписание каникул. В этом электронном дневнике есть все данные о родителях, все записи, которые имеет каждый ученик оценки, к нему код доступа имеет и родитель, и ученик. У них есть свои пароли, и они могут любой день открыть, и мама или папа, или там какой-то, значит, опекун может посмотреть, был ли сегодня ученик на уроке, что задал, что получил. Потом здесь еще есть информация для родителей. Для того, чтобы не писать, например, как раньше писали в дневнике, надо записать каждому. Здесь пишешь одному, и автоматически рассылается все родителям. Например, какие-то люди свои мероприятия какие-то в классе, да, мероприятия какие-то в школе, какие-то сообщения об экскурсиях, какие-то, значит, поездки. Это все обыкновенным образом. Вельми зручно. Вельми зручно, но все новое, пока мы приняли, так само было вельми тяжко.
вельми, нам по того, ну, удобно, господи. Ведем же все на литовском, поэтому так. Так, а батьки что кажут про электронные дзённики? Ну, яны задоволены, потому что им так само не треба, даже в том же дзённике надо было расписаться, проверить, что ознайомлены там, значит, с записами еще. Тут ничего не треба, яны так само могут наставнику отказать, бо яны мають так само свой код доступа, бо, наприклад, ни один другий батька не может поглядеть, что робится. Можно было в любой момент взять. То есть это информация ноу-хау. И она только для самого мучня и для его батьков. А так, как ранее было, допустим, ну что там, ну покажи, что у тебя там есть, покажи мне свой дзённик. Так хорошо, еще покажи, как это договориться можно было. А то что так, эти дзённики хватали, глядели. Точно так бывали такие моменты, что просишь мучня принести журнал наставницкий. И покуль день, может, не что. Теперь же вся информация закодирована.